Здравствуйте! В эфире передача «Кинолетопись Якутии». Уже на протяжении 22 лет силами Центра аудиовизуального наследия в республике проходит конкурс «Кинолетопись Якутии». Первые объявления появились в 1999 году. Тогда еще молодая организация «Национальное хранилище кинодокументов» искала способы привлечения жителей республики к сохранению от уничтожения ценных видеоматериалов о жизни народов республики. Первые результаты оказались положительными. Около 2000 видеосюжетов поступило на рассмотрение жюри в самом первом конкурсе. Условия участия в конкурсе «Кинолетопись Якутии» довольно просты. В конкурсе участвуют видеоматериалы, поступившие на постоянное хранение в фонды Центра аудиовизуального наследия. Обычные итоги подводятся по окончании очередного года. Всего за это время участниками конкурса стали более 20 тысяч архивных видеоматериалов. Хочется отметить, что основным критерием отбора аудиовизуальных документов является качество сохранности материала и его историческая ценность. Говорят, в 19 веке в хозяйстве богатого якута было не более 30 металлических изделий. Главным призом конкурса неизменно является сувенир с фирменным знаком Центра аудиовизуального наследия. Знак был разработан по мотивам петроглифов и отражает суть деятельности Центра. А также победители конкурса всегда получают ценные призы. В этом году партнером конкурса выступила группа страховых компаний «Югория». И вот уже в 2021 году мы подводим итоги 17-го республиканского конкурса киновидеоматериалов «Кинолетопись Якутии». По итогам 2 последних лет на конкурс поступило 4727 аудиовизуальных документов на всех существующих видах носителей. В номинации «Кузнечная слава Якутии» побеждает Долгунова Аграфена Алексеевна из Верхневилюйского улуса за документальные фильмы о якутских кузнецах и добыче железной руды. Анда дуга утастар күш битте. Атын омуктаргатары утарлар күш битте. Олоны бе каянда хитек тустакбыт. Олоны хитестак битнере бе комискалла курдук болукбут. Онна ону ол хебилеген ити хакал густара анда дуга даганы онда барасия даганы үрдүк тип чалды хажалар. Бехеден тибетен олок үктө хактакбыт. Ол болуктак беха калар бәбит төрүт культура бүтүн. Сайындаран онда анда дуга бастай көнгө хажалар. В номинации «Англия-Якутия. Путь милосердия» победу завоевал Иванов Дмитрий Тарасович из Вилюйского улуса с фильмом о сестре милосердия Кэт Марсон и прошедших ее путь английских исследовательницах Джеки Мерфи и Ребекки Вебб. В номинации «Благословение Вилюя» победителем становится Никифоров Павел Кенчеребис за историю наследия Вилюйского и Нюрбинского улусов. Намолугун лохтоого Гаврил Винокуров иден остубу жаргынан көннете балыкты кирер. Икки тыыны холбон мындырдан орбут утун ала бер чепчеге. Балыксыт эрдитинен кытылтын анинан катамаран тыы сондулуястар. Элиме сытар сиригер көрүөк батырайт түгер тиёксор. Байынайдах болтур элиме үсаңардах. Оны көрөн истеген айы көмүс катырыктак арас көрүнгө. Кыгыттай үрөн карак сордон келер. Болдун алдын тыгытыгар муньян ехер.
Номинация «Родная речь». В данной номинации победу одержал протодиаконов Михаил Алексеевич за аудиовизуальный документ о научной деятельности ученого, доцента Северо-Восточного федерального университета, литературоведа Василия Никитича Протодиаконова. Выйти из уст. Схожие с хомусом существовали уже в независимости. Номинация «Когда звучит хомус». Победитель номинации Андрей И. и его документальный фильм «Говорящий с богами» о истории хомуса. Исследователей вопрос, где впервые на Земле появился инструмент. Родину хумуса или варгана, как его называют в Европе и Америке, определить трудно, поскольку он очень широко распространен по всему миру. Его можно встретить в Японии, Европе, Азии, Африке и Америке. Сегодня во всем мире насчитываются тысячи поклонников варгана. Особенно его чтят в Якутии. В следующей номинации профессия тележурналист победила Ушницкая Ольга Иннокентьевна и ее цикл программ «Киномнение», а также материалы о съемках исторического фильма «Тайна Чингисхана». Вторая мировая война ворвалась как смерч, унося в свои зловещие воронки жизни и судьбы миллионов жителей нашей планеты. Мы не помним эту войну, но пока будут живы те, кто не может забыть ее, они будут помнить. Сегодня мы расскажем о нескольких фильмах на военную тему, снятых режиссерами разных наций. В номинации «Возвращение в молодость» побеждает Национальный художественный музей за передачу на государственное хранение аудиовизуального документа о выставке якутских художников-графиков в Ленинграде. Спецприз 17-го республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии-2021» будет вручен Михайлову Александру Михайловичу за хроникально-документальный сюжет «Международный турнир по боксу в городе Белград, Югославия, 1978 год».
Бой бронзового призера турнира якутянина Александра Михайлова. Вот мы и дошли до самого волнующего момента. Сейчас мы узнаем, кто стал обладателем гран-при республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии 2021». И победителем становится Ганкевич Вадим Анатольевич, ведущий оператор национальной вещательной компании «Саха» за переданные на государственное хранение аудиовизуальные документы пресс-службы президента и правительства Республики Саха-Якутия за период с 2010 по 2018 год. Поздравляем наших победителей и искренне надеемся, что в следующем году фонды Центра аудиовизуального наследия пополнятся на еще большее количество материалов. В следующей передаче гостем студии будет Александр Михайлович Михайлов, обладатель специального приза конкурса «Кинолетопись Якутии», герой сюжета о международном турнире по боксу в городе Белград 1978 года. Не пропустите! С вами была передача «Кинолетопись Якутии». До следующей встречи!